777 году завершается строительство джума-мечети. На внутренней стене сохранилась надпись: в 160 году хиджры священную мечеть построили они ради благочестия перед Всевышним, Абу Муслим, да будет над ним милость Аллаха. В 825 году хиджры, в 1529 году по Григорианскому календарю в надписи были сделаны некоторые исправления. В дальнейшем надписи не раз обновлялись в ходе ремонтных работ. Написано о том, что по указанию Абу Муслима Муршида построена эта мечеть. Потом здесь указано имя Мухаммад хана. Он ремонтировал, реставрировал там кое-какие части этой мечети. Это указано в 825 году. Причем эта надпись, которая вот дает вот эти даты, она фактически сделана при последней реставрации джума мечети. И сделал ее Абдул-Халик Кажлаев. Он был очень хороший каллиграф, известный. И вот это его рукой сделанная дощечка, и там сказано, что это она была, мол, отреставрирована при Мухаммед-хане, сыне Сурхай-хана I, потом дальше еще, и последняя реставрация в конце 19 века. В конце 19 века ее значительно подняли и покрыли крышу металлическую. Ее обновили буквально лет 10 тому назад. Так что это там постоянно шло какие-то... В том виде, каком была Казикумовская мечеть, она не сохранилась. Какие-то строения внутренние, может быть, есть, но для этого нужны очень серьезные анализы. По своему архитектурному стилю она относится к самому раннему этапу строительства мечетей. Это и купол круглой формы, и отсутствие минаретов, их стали строить значительно позже. В центральной ее части есть второй этаж с каменной лестницей. На передней части михраба есть надписи на арабском языке. Рай – это дом щедрых людей, а ад – скупых. А также некоторые аяты Корана. Помимо резных окон для освещения, есть и акустические углубления, служившие своеобразными динамиками, чтобы прихожане могли слышать речь имама в любом уголке мечети. Пол выложен тесанным камнем, напоминающим плитку нашего времени. После реставрации был сделан деревянный настил для удобства и тепла. Также имелся бассейн с проточной водой для омовения. К сожалению, с годами от него ничего не осталось. Вот ранее я говорил о том, что был арабский гарнизон на территории Кумуха. Конечно, без мечети этот арабский гарнизон, арабский отряд там существовать, жить там не мог. Скорее всего, на месте вот этой сегодняшней большой джума-мечети стояла маленькая молельня, которая была построена. Какие, например, основания есть у нас это утверждать? Вот многие ученые говорят о том, что вот, не могла она быть построена в то время. Да, конечно, такая, как она сегодня стоит, эта большая джума-мечеть, конечно, в 8 веке ее такой не было. Вот недавно были обнаружены архивные надписи из Кумуха, из Грузии, которые там в фонде Кикилидзе. И вот к тому же вот периоду, вот 777 году вот, современного летоисчисления относятся еще 3 надписи, которые были найдены там в свое время до революции. И там вот где-то 778 год строительство каких-то ворот, который построил некий Амар. Потом строительство родника тоже к этому же периоду. То есть, если вот мы возьмем вот эти строительные надписи на арабском языке того периода, вот какие-то ворота строятся, какой-то родник строится. И неудивительно, что и мечеть была построена. Именно к этому времени относятся многочисленные записи арабских биографов, в которых говорится о том, что в Дагестан было отправлено значительное количество арабских переселенцев. Только в Дербентском районе осело около 24 тысяч семей, которые строили города и населенные пункты, обживая этот горный край и одновременно распространяя ислам. И неудивительно, что часть из них попадает и в Гази-Кумух. Именно тогда начинается строительство мечети, о древности которой свидетельствуют сохранившиеся небольшие углубления в стене по обе стороны михраба
называемые арабами максурами. В них можно было свободно, уединившись от посторонних глаз, заниматься богослужением. Как элемент архитектуры, такие помещения встречаются только на ранних этапах строительства мечетей, как на территории халифата, так и в других местах. По истории мы знаем, и на халифов, и на крупных военачальников ислама совершались покушения. И бывали так, что убивали во время молитвы. Различные сектанты, там хариджиты, карматы и так далее, которые возникли, они их убивали. И вот эти максуры, они возникли именно в тот период, когда надо было их обезопасить. Там в этих кельях помещалось для молитвы, особенно в пятницу, чтобы сам там либо халиф, или такой военачальник, или политик исламский, он сидел, и он был защищен сзади. И еще сзади сидели еще более приближенные к нему люди, то есть убийцы, чтобы воспрепятствовать доступу к этому. И вот где-то 13 век, 13-й, начало 14 века, уже надобность вот в таких максурах, мечетях отпадает. И они как элемент архитектуры, они из мечетей уходят. А вот кумухи, она как было, так и осталась. И вот этот элемент, конечно, свидетельствует о том, что о древности этой постройки.